Конечно же, самым вожделенным тренингом, который заказывают все компании для всех отделов, включая те отделы, которым он никогда не понадобится, например, бухгалтерию, который очень редко, собственно, этим занимается, является тренинг по публичным выступлениям, публичные выступления. Все очень хотят выступать публично. Это же так красиво. Ты выходишь на сцену, размахиваешь руками, говоришь красивые слова, у тебя громкий голос, ты стоишь на своих ногах, и перед тобой аудитория, все тебя слушают, их аплодируют тебе. Это так здорово, так заманчиво. Ни у кого не получается только. Хотя, казалось бы, что там делать? Ну, что там делать? Ну, встань на ножки ровно, ручками вот так вот размахивай, смотри в глазки людям, говори понятные вещи русским языком. Все, прекрасно. Ну, тебе же не надо быть Мартином Лютером Кингом или даже Бараком Обамой. Тебе не надо быть на таком уровне публичного выступления, чтобы где-то у себя в компании нормально рассказать о том, чем занимается твой отдел. В чем сложность? Я 10 лет занимаюсь подготовкой людей по теме публичные выступления. Я работаю с ними как в группах, так и индивидуально. В том числе работаю с известными людьми, с топ-менеджерами, с политиками, с владельцами крупных бизнесов. У всех одна и та же ситуация. Человек может быть фантастически влиятельным, образованным и даже харизматичным в общении один на один. Но как только дело касается выхода перед аудиторией, с ним что-то случается. Он забывает, как его зовут. Он не может связать двух слов. Он краснеет, зеленеет, пьет водичку, листает листочки, сбивается и выглядит очень и очень нелицеприятно. И весь уровень, статус куда-то деваются. То же самое касается многих менеджеров внутри компаний. Они могут быть прекрасными специалистами в финансах, в юриспруденции, в продажах, в переговорах. Но когда надо выйти на ежегодные конференции и рассказать о том, чем занимается твой отдел, начинаются какие-то проблемы. Из-за чего? Ну ведь не из-за того, что они не знают, как махать руками. Но я знаю из-за чего. Это страх. Это страх, который стоит между человеком и его спокойным выступлением на публике. Это страх, который сковывает. Это страх показаться глупым, неэффективным, неуспешным. Страх осуждения, страх потерять лицо, страх все забыть. Страх того, что тебя осудят, что ты будешь не таким, каким ты себя представляешь. И вот этот страх, который блокирует людей, и есть то, с чем надо работать на тренинге по публичным выступлениям. Потому что я точно знаю, что когда этот страх уходит, человек спокойно и радостно выступает перед другими людьми. Я это проверял. И я точно знаю, что те тренинги по публичным выступлениям, которые проводит Insight Group, приводят людей в такое состояние, в котором они спокойно, легко и, самое главное, радостно выступают на любой аудитории. Потому что им есть чем делиться. Потому что между ними и их слушателями не стоит барьер из иллюзии того, что они считают собой. И вот когда это происходит, не возникает никакой проблемы выступать публично, а возникает радость, яркость, харизма, спокойствие, уверенность, результативность и контакт с людьми. То, чего не хватает большинству современных ораторов. Даже тех, кто как бы хорошо научился говорить, а контакта там нет. Поэтому если вы и ваши сотрудники хотите научиться выступать так, чтобы все слушали с открытыми ртами, приходите на тренинг по публичным выступлениям в Insight Group. И с этого дня начнется ваше настоящее ораторское мастерство. До встречи.